похвально. Столько зла и ненависти льется на нашу сторону из средств массовой информации, и лишь объединение всех наций может дать отпор исправлению извне. Александр Сергеевич Пушкин, клеветников, Россия. О чем шумите вы, народные ликие? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж вешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собой враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рост? Славянские ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скринжалы. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Крем и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или мало нас? От Перми до Тавриды, от финских латных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетину сверкая, не встанет русская земля! Так высылайте ж к нам, Витие, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди чуждых им гробов.